Новая школа приняла 180 первоклассников. Специально для начальных классов отдельный вход с игровой площадкой. Рады родители, рады и ученики. Спасибо тем, кто построил эту школу. Нам она очень нравится. Моя дочка пошла в первый класс, 1 А. Школа очень нравится, классная школа, новая технология, тут спортзал, столовая, они питаются бесплатно. Школа большая, 3 корпуса, тут вообще как в городе. Это Узнагаче, у нас самый первый лицей. Учительница у нас очень хорошая, ребенку все нравится, так как даже если 3-й день, он в восторге. Старшеклассники детям не мешают, они отдельно заходят, и все нравится нам. Радоваться есть чему. Просторные и светлые классы оборудованы всем необходимым. В каждом интерактивная сенсорная доска. Есть место и для дошкольников. А сантехника в туалетах для малышей подобрана специально по их росту. Отдельное внимание занятиям спортом. В школе 2 спортзала для старших и младших. Есть даже отдельные душевые кабинки. Для детей у нас душевая кабина. Вот здесь вот 6 окошек. Смотрите, и с горячей водой, теплой водой у нас все оснащено. Особое внимание труду. Девочки смогут заниматься швейным делом и готовкой на настоящей профессиональной технике с паровыми утюгами и кухонной утварью. Для мальчиков рабочие места со станками и специальными пылесосами для сбора стружки и интерактивной доской. Школа рассчитана на 1500 учеников на одну смену. Сейчас у нас 2 смены, потому что учеников сейчас очень много, 1800 учеников. В новом учебном заведении работают 190 школьных учителей, прошедших специальный конкурс. Я очень рада, что прошла конкурс, перевелась в эту школу. Школа очень красивая, оснащена всеми материальными и техническими базами. Школа рассчитана на 1500 учеников. Я думаю, мои коллеги тоже, ученики и родители тоже очень рады, что нам государство построило такую грандиозную, красивую школу. Интересно, что кабинет директора школы не только очень скромный, но и устроен в формате open space. Все видят, чем занято руководство. Сразу после открытия школы-лицея в нее перевели более 1000 учеников из других, где была 3-сменная форма обучения. Остается только пожелать им отличной учебы, ведь все остальное для этого у них уже есть. Жанар Канафина, Айдын Калуов, Алматинская область, Первый канал, Евразия.